В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Актированный день для школьников объявили в Якутске и ряде районов. Подробности через несколько секунд. Меры социальной поддержки и компенсационные выплаты аграриям. Подробности совещания премьер-министра России с вице-премьерами. 85 лет Центральной библиотеки Хангаласского района. Какие мероприятия подготовили? Актированный день объявили в Якутске для учеников с 1 по 5 класс. По данным Управления образования города, температура в столице составляет минус 42 градуса, ветер 1,3 метра в секунду. Для школьников организуют дистанционное обучение. Ранее мы сообщали, что объявление актированных дней в столице республики теперь будет зависеть не только от температуры воздуха, но и наличия и скорости ветра. В Момском районе от занятий освободили учеников Улахан-Чистяйской и Тебюляхской СОЖ. А ЕДДС Булунского района сообщил, что по метеоусловиям актированный день объявлен для учащихся с 1 по 2 класс. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев с 1 января следующего года. Подписанный главой государства закон является бюджетообразующим. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему законодательству эта норма будет действовать до 2022 года включительно. По задумке Кабмина, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда в 2023 году на 669 миллиардов рублей. Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. Он пояснил, что при рождении ребенка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена. Если детей стало 3 или 4, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию. Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство выделило более 920 миллионов рублей на выплаты компенсаций аграриям. Правительство выделило более 920 миллионов рублей на выплату компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций. Это были различные стихийные бедствия, заморозки, наводнения, засуха. Таким регионам направим бюджетные трансферты, чтобы компенсировать убытки аграриям. Какие дороги в Якутии приведут в нормативное состояние в ближайшие 3 года? Этот вопрос обсудили на совещании с главой региона Айсеном Николаевым. За этот период на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог будет выделено почти 33 миллиарда рублей. В следующем году, например, планируется ввод 236 километров дорог, 210 по региональным трассам и 26 километров столичных дорог. Также республика выиграла федеральный конкурс на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Якутске. На реализацию этого проекта в течение 3 лет из федерального бюджета будут выделены 240 миллионов рублей. Это позволит повысить уровень безопасности движения, сократит время поездки по основным улицам Якутска в час пик примерно на 25–30%. Компания «Тасс-Юрях-нефтегазодобыча» открыла крупное газовое месторождение в Якутии. В год 75-летия Победы месторождение названо в честь выдающегося снайпера Ивана Николаевича Кульбертинова. Он проживал на территории Алекминского района и внес существенный вклад в победу. На сегодняшний день в Якутии ввели 18 ледовых переправ. Это автозимники в 12 районах и городском округе Якутск. В связи с этим в регионе проходит акция «Безопасный лед». Сотрудники ГИБДД и спасатели предотвращают несанкционированные выезды на неокрепшие водные объекты. Также сотрудниками ГИМС ежедневно проводятся замеры толщины льда. В связи с погодными условиями он замерзает неравномерно, и на несанкционированных переправах никто не может гарантировать безопасность граждан.
Между тем, региональный Минтранс сообщил об открытии автомобильной дороги Алазея на участке Среднеколымск-Сватай. Движение разрешено для транспортных средств общей массой до 10 тонн и с минимальной дистанцией между машинами 70 метров. Ранее наш телеканал сообщал об открытии участка трассы А-331 Вилюй на 1149 километре с разрешенной массой до 4 тонн. 85 лет исполнилось в Центральной библиотеке Хангаласского района. По понятным причинам юбилейные мероприятия проходят в онлайн-режиме. Какие мероприятия подготовили и на каких интернет-площадках их можно посмотреть, узнавала Виолетта Засимова. Центральная библиотека Хангаласской библиотечной системы в городе Покровске была основана в 1935 году как библиотека-читальня. Если в середине прошлого столетия библиотека была центром культурной и политико-просветительной работы, то в 70-х-90-х годах она выполняла функции информационного центра. В 2000-х годах началось активное освоение интернет-ресурсов. Так, в этом году мы выиграли в национальном проекте «Культура» по созданию районных модельных библиотек на сумму 10 миллионов. Эти средства уйдут на преобразование центральной районной библиотеки, на приобретение оргтехники, также на переобучение специалистов. Онлайн-мероприятия в честь юбилея стартовали в понедельник и продлятся до пятницы. Ежедневно на сайте библиотеки, в Ютубе и в Инстаграм публикуются различные видеоролики и видеоуроки, проводятся конкурсы и челленджи. Состоялась презентация, например, набора открыток улицы Покровска, разработанного сотрудниками библиотеки. Также каждый день разыгрывается так называемый букбокс среди подписчиков в Инстаграме. И, собственно, завершающим мероприятием у нас будет в пятницу онлайн-торжественное мероприятие на платформе Zoom с участием министра культуры и духовного развития нашей республики Юрия Степановича Куприянова. С 18 ноября библиотека частично возобновила обслуживание читателей. Можно брать книги, но по предварительной записи. Книги по вашей заявке подбирает библиотекарь. Интересный факт – возвращенные книги на неделю отправляют в карантин. Читальный зал временно не работает. Детская библиотека работает в том же режиме, но книги выдаются только родителям. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня день рождения рождественской открытки, хотя, по мнению историков, они существовали и раньше. Их прототипом, например, считают гравюры и литографии на темы Рождества, очень популярные в период Средневековья. В России рождественские открытки появились в 90-х годах XIX века. Официально же первая рождественская открытка появилась в Англии благодаря чиновнику Генри Коулу, которому пришло в голову оригинально поздравить свою семью с Рождеством. Он попросил своего друга-художника Джона Хорсли нарисовать сцену семейного рождественского торжества. Именно эта открытка выставлена сегодня в музее Чарльза Диккенса в Лондоне. Подробности у Романа Чурикова. «Веселого Рождества и счастливого Нового года вам», гласит эта поздравительная открытка. На первый взгляд, ничего особенного, если не знать об одном факте. Это первая в истории зимняя праздничная карточка. Ее напечатали в 1843 году. Открытку разработал предприниматель Генри Коул. Идея пришла еще в начале 1840-х. Он участвовал в почтовой реформе и помогал расширить сеть отделений по всей стране, что сделало доступной отправку карточек и писем всем жителям королевства. И вот в 1843 году он заказал дизайн иллюстратору Джону Калкоту Хорсли. Это типографская печать, но раскрашена открытка вручную. На ней изображена семья, поднявшая бокалы за праздничным столом. Сегодня в это сложно поверить, но сначала рождественские открытки популярностью не пользовались. Напечатали всего 1000 штук, и те продавались неважно, несмотря на низкую даже по тем временам цену – 1 шиллинг. Это 12 пенсов или 10 рублей по сегодняшнему курсу. Теперь же такие карточки бесценны. Сохранилось всего 21 штука, и все хранятся в частных коллекциях. Эту, например, музею Диккенса в Лондоне одолжил дилер из Сан-Франциско. Место для экспозиции открытки, кстати, выбрано не случайно. Ведь ее издали в 1843 году. Тогда же Чарльз Диккенс написал рождественскую песнь.
произведение, которое во многом сформировало образ зимних праздников в современной культуре. Думаю, Диккенс впервые соединил вместе, оформил и упорядочил целый букет традиций. Ну, не надо забывать, что он написал рождественскую песнь в идеальный момент в истории. Он оказался в нужном месте в нужное время. Ведь без повсеместной почты, без железных дорог, без индустриализации, которая сделала книги доступными подарками, этого бы не произошло. Так что писатель вместе с издателем записок Пиквикского клуба выбрали верный момент для того, чтобы придать Рождеству новую идентичность, которой до этого не было. Увидеть своими глазами первую новогоднюю открытку, а также рукописи рождественской песни все желающие смогут до 19 апреля. Выставка «Диккенс и бизнес на Рождестве» проходит в доме-квартире писателя. Сейчас в ней музей его имени. Кинокартину Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» покажут в Турции, Китае, Казахстане и Узбекистане. Ранее в Великом Новгороде на фестивале исторических фильмов «Вечи» состоялась российская премьера фильма. А на церемонии закрытия 14-го фестиваля якутский фильм «Тыгын Дархан» завоевал приз президента фестиваля Светланы Дружининой. Награду лучшего оператора получил оператор художественной ленты Юрий Бережнев, а исполнитель главной роли Нургун Бячиген стал обладателем в номинации «Лучший актер». Эти полученные призы – это призы всему нашему народу Саха, якутянам, которые помогали нам, которые работали в нашем фильме, приходили, тратили свое время. Большая благодарность и строителям фестиваля, Дружиной Светлане Сергеевне, Михайлову Александру Яковлевичу за такую высокую оценку. Со вчерашнего дня в регионе установились нормальные для этого времени температуры воздуха. Об этом сообщил якутский гидромет. До этого стояла аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 10-17 градусов. С этой недели синоптики обещают похолодание. В центральных и заречных районах ночная температура колеблется от минус 30 до минус 43 градусов, а днем от минус 35 до минус 40 градусов. На северо-востоке Якутии, Верхоянске и Аймиконе температура понизится до 49-54 градусов. Сегодня, 8 ноября, лишь в юго-западных, южных районах сохранится еще теплая погода с небольшим снегом. И с 10 декабря у них ожидается понижение температуры. Ночью минус 25-30, местами 17-22. По городу Якутску в ближайшие сутки ночная температура минус 38-40, днем 35-37 градусов. В выходные дни ожидаем морозную погоду с туманом, и ночные температуры будут уже порядка 43-46 градусов. На этом все. Оставайтесь с нами.